Друзья, всем привет! За бортом у нас температура плюс 0 градусов. Как мы видим, на улице уже на центральных дорогах открыт асфальт, почернели бровки, песочек, все это такое, то, что сыпали в течение зимы, перегревает на солнышке. И мы выезжаем. Мы, друзья, выезжаем. Куда мы едем? А мы едем туда же, откуда 2 дня назад приехали. На этот раз я еду в гордом одиночестве. Ну, продольники оставлены. Проверить надо. И мы едем. До свидания, Троицко-Печорск. Впереди нас ждут. Ну, нас ждут, что нас ждет? А впереди нас ждет. Минимум как 2 дня жизни в тайге. Проверка продольников. Возможно, пробьемся на дальнее озеро, если получится. Попробуем половить черного окуня. И звонил Серега, если у него получится, то в воскресенье он выезжает тоже по рыбачьем месте. Так что еду один, пару ночей проведу один. Возможно, приедем обратно уже вдвоем. Так что до встречи на реке. Так, если мы центральную дорогу видели, которая едет на Ухту, вся была уже черная, оттаившая, то дорога в мою родную деревню, какая была белая, такая и есть. Движение здесь не очень такое. И после последних метелей она еще не успела растаять. Что здесь? Пару разрейсовых, пару школьных автобусов. Да так, может быть, с десяток 15 машин за день. Меньше движения, меньше асфальт роют. И дорога, как мы видим, беленькая. И пахнет весной уже, друзья. Весной пахнет. За бортом 0 градусов. Сегодня у нас 19 марта. И это уже, друзья, весна. Это весна. Как ни крути, как ни сопротивлялась зима, все-таки она отступила. Я надеюсь, и наша рыба, которая подо льдом, тоже уже почувствовала весну. И надеюсь на хорошие поклевки. Ясь клевать будет, это, скорее всего, однозначно. Но я также надеюсь, что увижу поклевки хариуса и поклевки сига. Взял с собой червей, что нашел. Хотел прикупить крупных червей, что и оставался-то. Дождался открытия магазина. Ни в одном, ни в другом магазине нет крупных, ни средних, вообще никаких червей. Собрал остатки сладких своих червей. Ну, на что хватит, то хватит. Если приедет Серега, он привезет черви, и мы еще порыбачим. А нет, так буду насаживать на мальков. Но на мальков только один ясь. Сиг у нас. Крупный хариус еще может малька взять, но сиг навряд ли. В общем, что гадать, едем, а там видно будет. Я уже полон надежды и ожиданий вообще. Душа поет и пляшет. Здорово. Я уже успел соскучиться за 2 дня. То, что был дома. Вперед, друзья, вперед. Ну что, друзья, вот мы уже едем на урагане. Пол дороги проехали. Решил передохнуть. Осталось совсем немного, и мы приступаем к проверке наших продольничков, удочек и все такое. Остановился еще в деревне, в магазинах червей не было. Соседу брата как раз возил навоз, накопал червей в навозе вместе с Лешкой, где-то штук 100, это точно. Так что с червями проблема решена, и это здорово. Поехали. О, река уже открыта.
пару оттепелей, и этой переправы уже не будет. Здесь просто накатано. Надо будет что-то думать. Или оставлять буксировщик здесь, или как-то ходить пешком. О, ну вот мы и приехали. Вот наши палочки. Вот наши продольнички. Вот наши удочки. Ну давайте для начала, пока не приступили. Так, что мы видим? Мы видим, что на реке пошла вода. Вон, где мы ходили, там еще нормально. А где целяк, там вода. Так, здесь никого не было. Здесь никого не было. Ну ладно, друзья, все по порядку. Раздеваемся, попьем чайковского и приступаем к проверке. А чай мы сегодня будем пить с трубочками. С трубочками, вот такими трубочками вкусняшными, с вареной сгущенкой от Валентины Васильевны. У нас раньше всегда была традиция, если я еду с ночевкой, неважно, на одну ночь, на две, на три, Валя мне постоянно пекла трубочки, и без улова я не возвращался. Так что сегодня с трубочками, а это значит, улов должен быть. Попьем чайковского, с трубочками приступим к проверке. До темноты главное мне проверить и насадить то, что поставлены. Это удочки, продольники и вот 8 палок, что есть. Но если успею, добавлю. Но навряд ли успею, солнце уже вон где. О, чуть не упало. Не поваляешь, не поешь. Хотел посмотреть, сколько время. 2:30, так что я ничегошеньки сегодня добавить не успею. Скорее всего, проверять придется уже под фонариком. Так что встречаемся на проверке. Вкуснотища. Так, вот наш первый продольник. И самое хреновое, друзья, что что-нибудь я всегда забываю. На этот раз я забыл черпачок. Ладно, хоть лопату не забыл. Откапываю. Лунки не замерзли, потому что выступила вода вон сантиметров 5. Ну и смотрим, что у нас даст первый продольник. Что-то вроде бы есть. Натяжка. Первый крючок пустой. Есть, идет. Идет лапоть вот такой. Вот такой вот лапоть. И ёршик был. Ну, начало есть, друзья. Вот такой вот красавелла на первом же продольнике. Ну, чем не красавица, а? Ясь! Вот он, ясь! Вот она, рыба моей мечты! О, какой сильный! Ясь! Ну вот, начало есть. И вот такой ёршик уже уснул вечным сном.
Ну правильно, за 2 дня я бы тоже уснул. Но белому пойдет. Как-то вот так. Ну что, начало есть. Здорово. Теперь наживляем, отпускаем. Идем дальше. Закапывать будем вечером, потому что по прогнозу смотрел, обещают минус до минус 11. Если мы так оставим, придется долбить. Снежком закопаем. Все, до следующей проверки. Второй продольник пошел, и он походу пустой. Нет, запутанный куда-то. Что-то было и запутало. Об корягу какую-то. Сейчас порвется. Блин. Запутало. О, оторвал от дна корягу. Но леска тонкая, навряд ли она выдержит. Порвалась. Порвалась. Червячок сдох. Леска не выдержала. А нет, еще дальше запутано. Вон вижу ерша. Вижу ерша и какую-то корягу. Блин. Невезуха. Палка какая-то. Здесь у меня палок нету, значит коряга. Блин, придется переставлять. Так жалко, готовая дырка. Ёж, порвешься, не порвешься здесь. Давай хоть тебя отцепим. Чтоб хоть ты не ушел. На живца хоть пойдешь. Так, еще отцепили. Так, все порвалось, все ушло. Спасли только 2 крючка. Ну ладно, будет 2 крючка вместо 3. 3 или 4, возможно, здесь было. Закинем что? Ёршика на живца кинем. Может быть, на лим проплывать будет. А этих наживляем, отпускаем. Может, еще раз корягу поймаем. Так, проверим сначала этот продольник, потому что ёршик пока у нас не замерз. Наживим его на первый большой крючок. Так, а здесь походу у нас что-то есть. Или что? Да, натяжка есть. Хорошая, друзья, натяжка. Хорошая натяжечка, что-то тяжелое идет. Что-то тяжелое. Налим, что ли? Блин, крючок не взял. Давай я за крючком схожу. Возможно, это не налим, конечно, но... Так, где у меня крючок-то? Возможно, это и язь. Но чем черт не шутит, лунка маленькая, лучше приготовить крючок. Натяжка хорошая. Вон, видите, как дергает. Пока еще не ушел. Так, уперся. Да ладно, зацеп что ли опять? Или облет крючок зацепляет. Так. Блин, опять куда-то запуталась. Да ёшкин ты кот, а.
А там рыба хорошая. Да что за невезуха, а? Где у нас? Ой, блин. Все, что нет, еще есть зацеп. Ей зацеп не облет. Куда-то закрутила. Точно уйдет. Не лед, это не лед. Это куда-то там замотал. Об коряги вон. Ну все. Вон. Весняночки. Надо будет тоже их сохранить куда-то. Ну куда-то там запутал. Че рвать? А там рыба. Вон, хорошая рыба там вот. Или крупный язь, или налим, что-то такое. Но зацеп. Куда-то замотал. Что делать? Ну, вот, что значит 2 дня не проверять? Он куда-то все запутал. Об коряге. Попробуем дать ему волю. Может быть, распутает. Не-а. Куда-то упирается и все. Главное, отпускаю его. Он уходит вон. Уходит, дергает. Он до сих пор не сорвался. Что-то есть, но не про нашу честь, походу. Нет, друзья, 5 минут возни, ничего не получается. А может, он просто в лунку не лезет? Да, лунка 150 вроде бы. Нет, он не здесь, он там где-то глубже. По весу вроде не такой крупный, чтобы 150 не пролез. Сейчас попробую длинную палку, еще длинной палкой поковыряться. Нет, это зацеп все-таки мертвый. Об какую-то корягу вон. Отпускаю леску вот до конца. Дохожу до земли. И нифига подобного. Все-таки придется рвать.
Откуда, блин, столько мусора здесь, а? Всю зиму ловил. Нормально все было. Теперь откуда-то мусор появился. Да нафиг достало. Вот он. Вижу язя. Вот он, друзья, язь. Вижу язя, вот он. Не знаю, видно вам, не видно, дергается. А зацеп получается подальше. Вот он язь. Не знаю, где порвется. Вот он уже наполовину вылез жопой сюда. Я его даже могу потрогать. Если раздеться, вот он. Видно, да? Вот он, наш язёк. Нет, руки мочить не буду. Смысл, он все равно смотрит туда, все равно уйдет. Нет, пошел. Так, язика мы взяли. А теперь можно и рвать. Вон еще второй язь. Второй язь. Второго язика взяли. Ну теперь точно можно рвать. Леска крепко. Вот они и запутали. Вижу третьего язя. А нет, это ёрш. О. Вон. И мелкий налимчик. Вон. Скорее всего, он, наверное... А, ему конец. Он, наверное, и запутал, вот мелкий. Леска выдержала. Но ты, наверное, все уже. Тебе конец, друг. В общем, что мы имеем? Мы имеем запутанный продольник с мелким налимом. Один крючок все-таки порвали. И вот таких вот двух язиков. Что-то там было, я не знаю. Или эти так тяжело тянули, или то, что зацеп был. Но, в принципе, мы спасли продольник. Сейчас мы это все распутаем и закинем по новой. Фу! Хапнул, конечно, немножко адреналинчика. Хапнул. Друзья, полчаса распутывания, и мне кажется, понял, это никакие не коряги, а продольники путаются друг об друга. Вон я сейчас распутал. Вот это один продольник. Отпускаю. А вот это вот, друзья, второй продольник. И мы его по ходу цепанули. Вот соседние. Они просто язи попались и запутали друг друга. Два продольника. Здесь получается он оборванный. Надо, получается, ставить через палку, а не каждую палку. Так что сюда мы сейчас ставим продольник, закидываем обратно. А этот потом закинем на другое место. Мы, короче, запутались друга. Изначально я поставил через палку, а потом последний день Серега с Димой пробурили, чтобы было подряд. А подряд вот эти длинные продольники запутали друг друга и сделали лишние проблемы. Но ничего, потеряли 20 минут где-то времени. У нас улов вот пока два язя и один язище, вот такой здоровенный ёрш. И теперь мы закидываем продольники. Этот уже пустой 100%. И проверяем дальше. Друзья, вот здесь есть рыба на этой удочке. Вон, видите, вон. Видите, как она дергает. Так что проверяем ее без очереди. Я сначала хотел все продольники проверить, которые на палках. А иду, смотрю, колбасит. Значит, что-то здесь есть. А если здесь что-то есть, это очень хорошо. Здесь у нас лунка соточка. Черпачок мы забыли. Успешно. Значит, будем
ковырять руками. Так, ну что, пробуем. Смотрим, что здесь есть. Пока есть. Опа, опа, опа. Сиг! Вот он, красавчик Сиг. Ах ты, Енцикадан. Вот он. Вот он, долгожданный. Вот он, какой красавец. Я же говорю, должен шевельнуться Хариус, должен шевельнуться Сиг. Вот он. Вот он, друзья, нормальный Сиг. Средних размеров. Ну вот. Это радует. Видно, нет? Так. Надеюсь, видно. Вот такой вот печорский Сиг. Вкусняшка редкостная. Хариус, конечно, на первом месте для меня лично. Но вот такие сиги, они тоже красавцы. Заглотил капитально. Вот в чем прелесть вот этих маленьких крючков. На крупные крючки, особенно не на мальков, Сиг уже не попадет. А вот такие вот маленькие крючочки, заглотыши, для Сига самое то. Он, небольшой крючок, он все заглотил до желудка, уже никакого схода нет. От Енцикадан. Так, настроение поднялось. Сижок поднял настроение. Проверяем очередной продольник. Кто-то дергает. Ершик кто-то хорошо дергает. Ну, давай, давай, иди в лунку. Иди в лунку, мой хороший. Два ерша и язь. Два ерша и язь. Зацепился слабо, но дождался. Молодца. Молодца. Это у нас 4-й язь уже. Улов растет. Енцикадан. И ёршики тут все позапутали. Но сейчас мы это будем все дело распутывать. Этот был насаженный. Суженый мой ряженый. На крючок насаженный. А этот живой попался, запутал. Ладно, друзья, до следующего продольника. Так, приготовили еще одну лунку. Вот здесь был Сиг у нас, получается. Ну, есть надежда, что и здесь Сижок есть. Посмотрим. Он же не один тут плавал. Так, ну что? Не, натяжки нет. Ни натяжки, ни натяжки. Пусто. Вот тенате. 0 в квадрате. Ни сига, ни фига. Ладно. Еще не вечер. Но если на одной пусто, то на другой, наверное, густо. Сейчас мы это проверим. Не знаю, густо, не густо, но натяжка есть. Натяжечка есть. Ну, что-то не дергает. Возможно, это Сиг. Вижу ерша дохлого. Нет, дергает. Ох ты, ох ты, ох ты. Нет, это язь. Язь, дружок. Не путай, не путай. В общем, друзья, 2 ерша. 2 ершочка, голубочка. И язёк, дружок. 5-й, наверное, уже он. Ах, хороший мой Енцикадан. Что, поехали дальше. Дальше все как обычно. Отцепляем, наживляем, отпускаем. Ершей на крючок насаживаем. Так, ну что, готовим еще продольник. Смотрим. Смотрим в надежде. Смотрим. Опа. Ёшкин кот.
Опять такая же картина. Видать, два этих продольника соединились. Если не удочки. Опять, скорее всего, была рыба. Так, надо нам один из двух, получается, развязать и вытащить, чтобы не рвать, а потом распутать. Слишком близко друг от друга получается. Сами продольники-то не длинные, а плюс еще толстые крючки налимовые. Они тоже длину дают. И, скорее всего, тут попала рыба. Так-то бы, может, и не хватило длины. А если тут попала и там попала, то вполне они смогли перепутаться друг с другом. Нам сейчас надо один протольник развязать. О, дергает. Он прямо здесь, два язя вижу. Два язя прямо здесь, возле палки. Блин, так и есть, они соединились. Соединились. И как мне теперь распутать? Блин, придется резать, наверное. Тут даже палка не уходит, это хоть немного вылазит. Вот она, вон. Так и есть. Так. Распутываем. Резать не будем. Развяжем. Блин, недалеко. Видишь, так бы они не дошли. Но если тут рыба и там рыба, то мы, как видим, они решили скорешиться. Думаю, давай соединимся, и нас не поднимут. Но не тут-то было. Но не тут-то было. Ну все, что сейчас скажем? А? Язики. Что сейчас скажем, хорошие мои? Теперь-то уж вы сюда идите. Вон, запутали все. Вокруг палки. Хорошо дергают. Блин, да что такое? О, ушел. Если бы не схватил, ушел бы. Второго схватил. И второй бы ушел. Два язя зацепились слабо-слабо. Так, а это что у нас такое? Почему у нас опять зацеп? Неужели еще и тот зацеплен? Третий. Но это просто уже чудом повезло. Потому что оба язя были еле-еле зацеплены. И я их успел освободить. Не, скорее всего, и тот продольник еще запутан. Или что, я не то что-то отпустил? Представляю. Представляю, я просто так отпустил продольник. Ну ладно, смотрим. Ничего страшного. Есть кого мы поймали. Сейчас попробуем откопать. Вон, хорошие лаптежники. Икру уже мечут. Так, все, дальше там у меня ничего нет. Смотрим здесь. Неужели 3 продольника запутал? Такого быть, по идее, не может. Ну, вдруг. Так, ну что, смотрим.
Нет. Тут. Ага, вверх тянет. Походу, друзья, здесь тоже сиг. Нет, язь. Язёк. Дружочек. Ну вот. Там 2, здесь 1. И немного я не в понятках. Что у нас с тем продольником? Почему он не выходит? Поблизости удочек нет. Ничего не понимаю. Что я отпустил-то? Я походу не то отпустил. Походу не то. Совсем не то. Ну что, минус 1 продольник. Рвем что? Ёшкин кот. Надо было сначала убедиться, что именно эти 2 продольника запутаны, потом отпускать. А я сразу отпустил. Или куда-то туда зацепилось еще. Ладно, разберемся. Ладно, не будем терять времени. Рвем и насаживаем новый. Все. Минус 2 продольника. Один мы сами отпустили. Хрен его знает куда. Второй порвали. Как-то вот так. Ну ничего. 3 язя мы поймали. И там 4-й был. А нет. Ну да. Нормально, потом посчитаем. Все, пока выключаемся.